Итак, дорогие друзья, приветствую вас. Сегодня мы традиционный наш телемост включили. Вчера было открытие. Ну, у нас же, понимаете, мы анализируем и что-то сравниваем, что телемост, когда мы начинаем даже не... Звук будет? А Не звук слышно. есть. Звук есть. У кого нет звука? У кого-то тоже еще нет звука. У Меня всех слышно? есть. Хорошо. Все, спасибо. Значит, смотрите, что интересное наблюдение. Значит, вчера я вела МЭЦ, про МЭЦ-программы и про нейроакустические композиции, вот эти технологии наши. Вела презентацию, хотела за 30 минут ее дать. Знаете, человек предполагает, а Бог располагает. Не все можно дать за 30 минут. Вот этот концентрат, а там я тоже, вы слышали, я торопилась, да? И вот наш телемост, увы, когда ты просто даже презентацию показываешь, не сами вот эти, ну, скажем, не сам кабинет открываешь, а презентацию, вы видите, что он начинает тоже ложать и не пускать. Вот, пожалуйста, мы теперь должны быть очень собранными, без паники, и понимать, что в той среде, в которой мы находимся, мы должны быть иными уже. Требование– это требование времени, требование современности. Итак, сегодня у нас тема «Деньги и жизнь». И вот это то отличие мышления бедного и богатого мышления. Я уже не говорю человека, а мышление мы будем говорить, да? И у нас получается, что вот эту тему мы сегодня кратко, емко все-таки разберем. И такой эпиграф будет у нас к нашей встрече. Деньги не самоцель. Деньги нужны лишь для достижения ваших личных целей. Относитесь к работе как к механизму для добывания средств, необходимых для покупки свободного времени и личного счастья. Вот обратите внимание, это сказал Стивен Полин, вот эту фразу, и деньги не самоцель. Мы часто сконцентрировались на деньгах, но не думаем, для чего они нам нужны, какой вопрос или какое истинное желание, или какую базовую твою личную потребность они закроют. И когда мы это начинаем понимать, а это мы с вами уже разбирали, ну, ранее разбирали, что у нас должна быть идея, потом ее превратить в цель. И вот эта идея, превращенная в цель, создается план осуществления, делится на задачи, действия. Ну и если в рамках нашей, вот, в нашей среде, вот, Международной общественной организации единства и СТ-брейфинг и брейв-бизнес, то у нас здесь мы без команды никаких тут о деньгах речи не сможем даже вести. И вот, как всегда, я подчеркиваю, что команда стратегических партнеров, пятерки, это как раз, ну, можем так выразиться, что это предусмотрено в новой стратегии, подразумевается. Почему ОСВ началось? ОСВ, оно абсолютно разные выплаты по ОСВ и по ПСВ. Если вы пришли сюда, и вы уже являетесь партнерами Международной общественной организации единства, сотрудниками, как вы там себя считаете? Если у вас есть 7 частей, вы можете запросить документ, что вы являетесь участником, и, соответственно, вы можете уже дальше понимать, что мы живем в той реальности, что бестолковым, простите, не в обиду, бестолочить человека нельзя уже быть. От того, что ты ничего не знаешь, ничего не поменяется у тебя. Пришла пора знать истину, и, соответственно, нужно развиваться и понимать. Итак, давайте разберем. Мы с вами все-таки бедные люди мыслят категорией «деньги существуют отдельно». Вот для них деньги отдельно от всего. Что это обозначает? Давайте посмотрим, как обычно эти люди говорят. У меня нет денег, я не богат, но я добрый и хороший человек. Вот так вот он говорит. Однако никто и не сомневается в том, что он хороший и добрый. Мы не сомневаемся в этом.
мы понимаем, что все люди хорошие. Нет плохих людей. В детстве ни один человек не мечтал стать плохим преступником или каким-то разгильдяем. Вот это вот подумайте. Значит, исконно мы все хорошие люди. Это хороший человек, это не профессия. Человек хороший, это просто факт. И нужно признать себе, что я хороший, но иногда я делаю какие-то не те поступки, которые поступки рождены чем? Я вчера тоже говорила, любая ситуация, которая у нас создана, она создана нашим поведением. Наше поведение создается набором стратегий, которые мы вообще никогда не осознаем, потому что они глубже. А вот набор убеждений порождает набор стратегий. Мы их не знаем, даже свои убеждения, они подсознательные. А следующий момент. Есть подсознательный образ «я», образ о себе. Есть подсознательное представление о себе, оно тоже глубокое. И вот получается, что если мы понимаем, что все люди хорошие, никто не мечтал стать каким-то негодяем, простите, вот такие простые фразы буду говорить. Все мечтали стать кем-то хорошим и чего-то хорошего добиться. Так вот, вот этот вопрос, что ты добрый, хороший человек, это понятно. Я не богат, у меня нет денег, это твой выбор, это твое мышление. И вопрос не в этом. Вопрос о том, что бедные думают, будто богатые люди обманывают, воруют, совершают финансовые махинации, поступают нечестно. А виноваты в этом деньги. Вот так вот думают вот бедные люди про богатых, и они обвиняют даже деньги. Но это зависит от людей, ведь в мире достаточно богатых, которые делают много хорошего. Вот наш Сергей Анатольевич Функнер. Вот наш Сергей Лазар, да, мы таких людей на слуху оно у нас. Это очень обеспеченные люди, но они делают добро и продолжают его делать. И тогда сколько в мире благотворительных фондов, которые помогают нуждающимся, и почти все они финансируются состоятельными людьми. А состоятельными людьми, вот у нас возьмем Людмила Попова, выключите свое видео и микрофон. Спасибо большое. Вот, и вот у нас есть УФПИ. У нас есть УФПИ, вы знаете тоже. Так, я сейчас попробую выключить хотя бы микрофон. Вот, это общественная организация, фонд помощи инвалидам и сиротам, который возглавляет Сергей Анатольевич Функнер и также Сергей Лазар. И это тоже люди, которые помогают и вот тем людям, которые попали в какую-то такую ситуацию, уже крайнюю ситуацию. Значит, что получается? Богатые люди, они не обманывают, есть такие люди. Значит, у нас просто убеждение какое-то не такое. Так вот, каждый день тысячи людей погибают в автокатастрофах. Но это не значит, что надо приостановить производство автомобилей. Вот такой момент тоже посмотрите. Ведь в этих смертях нет вины производителя. Это вина водителя, а автомобиль сам по себе нейтрален в моральном плане. При правильном обращении он облегчит жизнь человека, является средством передвижения и экономит массу времени. Как человек водит автомашину, таким будет его и результат. Возьмем нож. Нож мы можем применить как? Мы можем хлеб отрезать, да, или там овощи порезать, и можем убить кого-то. Ну, такие громкие фразы, мы боимся, это втихаря думаем, но вслух не произносим. А ведь то, чем мы пользуемся, как мы этим пользуемся? И тогда получается, с точки зрения бедных людей, которые мыслят категориями бедности, богатые поступают плохо, непорядочно, несправедливо.
потому что у них есть деньги. И для меня деньги не главное, говорят они. Для меня деньги не важны. Я не отношусь к деньгам как к главному определяющему фактору. А если вы считаете, что деньги для вас не важны, то попробуйте сегодня, придя домой, сказать своей жене или мужу: знаешь, мне все равно, будешь ты со мной или нет, в моей жизни ты большой роли не играешь. Вот что тогда будет? Как вы думаете, сколько еще будет жить с вами этот человек? Я думаю, недолго. Точно так же и с деньгами. Если человек считает, что деньги для него не важны, они покидают его. Вот этот момент, пожалуйста, мысли свои всегда думайте, что вы думаете. Вот подумайте, что вы думаете. Не просто сидите, думаете, а что я думаю и к чему это может привести моя дума. Вот богатые мыслят категориями следующими. Деньги являются частью моей жизни. У меня был один клиент как-то, и я дала подсознательный образ, говорю: а представь деньги, что ты видишь подсознательно? Знаете, что он видел? Он интересно сказал: я вижу, это солдаты, которых я ими командую, и они, те, которые погибают, новые приходят. Это подсознательные, у нас подсознательные образы разные у всех. Вот. И богатые мыслят категории «деньги являются частью моей жизни». И что это значит? Они говорят: деньги помогают мне делать большие дела, больше добра, реализовать то, что я задумал, добиваться поставленных целей, воплощать мечты в реальность. Вот этот момент тоже слушайте, да, потому что это как-то вам немножко ясность появится. А когда планы реализуются, этот результат будет частью моего успеха. Так говорит человек. Деньги помогают мне больше заботиться о своих детях. Я чувствую себя достойным отцом или там матерью. Это часть моего счастья, потому что для меня это ценно, что дети, ну, вырастают человеком, да. Дальше. Деньги помогают мне заботиться о своей жене. Вот так говорит, если это мужчина. Поддерживать родных и близких людей. И это, можно сказать, часть счастливых моментов тоже моей жизни. Деньги позволяют заниматься благотворительностью, помогать нуждающимся, а это дарует внутреннюю гармонию. То есть богатые люди считают, что деньги – это часть их жизни, которую нельзя рассматривать отдельно от них. То есть они с ними. Они с ними. И, соответственно, мы с вами немножко посмотрим в эту сторону. Я после вот этого небольшой нашей теории, я проведу вам практику деньги, да, чтобы немножко у вас тоже появилось что-то, ну, по-своему. Подведем итог. Значит, деньги определяют наши возможности. Именно благодаря им мы можем проявить свою любовь, достичь гармонии в семье, исполнять свои мечты. И именно деньги дают возможность творить добро, помогая тем, кто нуждается в помощи. Они являются неотъемлемой частью нашей жизни. И более того, они у нас что еще? Деньги – это инструмент, с помощью которого я закрываю свои базовые потребности все. Какие базовые потребности? Напоминаю вам, Сергей Анатольевич Функнер, создатель степ-брейфинга и брейф-бизнеса, а мы находимся в этом пространстве. Он защищал свою, он по одному из образований юрист, следующее образование экономист, и он диссертацию защищал на тему теория потребностей человека по Функнеру, да. Ну, я добавляю по Функнеру, там, наверное, в диссертации он не писал по Функнеру, а просто теория потребностей человека. Мы знаем теорию потребностей по Маслоу, но вот теория потребностей по Функнеру, хотя у нас в чате «Путь к себе» и есть прямо Функнер, его стихотворение, да, и его же, получается,
там у нас книга есть, да, и там есть его же даже вот эта ссылка на теорию, э, которая потребности человека очень четко, ясно открывает эти потребности и показывает. Он именно подвинула его к тому, что все причины всех нарушений в организме и в жизни человека — это неудовлетворенные его базовые потребности. Изучите, пожалуйста, я вас прошу. И тогда получается, что деньги и материальное здесь у нас в брейв-бизнесе — это принцип шеста. Это когда то, что было разъединено, то есть кто-то занимался духовностью только, и без денег он был бессилен, а кто-то занимался только деньгами бездуховно. И, ну, вот есть такое разное явление — это принцип весов. У нас же создана в степ-брейфинге и брейв-бизнесе стратегия, новая стратегия вообще — это инструмент для нас, брейв-бизнеса. Это большое подспорье, не каждый туда пошел, не каждый это изучил, не каждый это понял. А вот именно вот этот момент, принцип шеста — это когда объединилось то, что разъединили. Это когда взаимная любовь денег с духовностью, нравственные деньги. Нравственные — это нравятся, да, нравятся не просто деньги, а еще мы делаем людей счастливыми, предлагая те программы, которые у нас есть, 7 частей программ, и не надо их по частям предлагать, сразу все оптом 7 частей, потому что человек, который не взял и не приобрел все 7 частей программ, да, вот, он вообще не понял, что он делает. Вот, понимаете, мы вчера, ну, такую глубокую, я все-таки считаю, мое субъективное мнение, не объективное, а субъективное, сделала именно презентацию наших программ. И там было подчеркнуто, что программы наши, они, сейчас я вам скажу, есть там МЭЦ-программы и есть компьютерные аудиокомпозиции. Было разобрано, почему так долго оказалось вот это все, ну, час 25 минут, и кто-то, нам надо презентацию за 30 минут. Кому надо, взял, сделал свою презентацию за 10 минут даже. И вот сегодня будете презентовать, сегодня прямо вот на телемосте попрезентуйте себя буквально 2 минуты хотя бы. Почему вы здесь молчите? И почему вы рассказываете, как надо сделать, а сами не делаете что-то? Значит, сразу вот здесь подчеркну ваше внимание, что мы даже не разобрались, что у нас МЭЦ-программы, я не говорю себя, я беру всех нас, что у нас МЭЦ-программы только в четвертой, в пятой, в шестой и седьмой. И это правда. А так как у нас есть кодекс этики, где нам нельзя преувеличивать, обманывать нельзя, значит, по кодексу этики надо хотя бы это выучить и понять, разобраться с этими программами, а не просто кто-то приобрел и их не распаковал, или еще хуже что-то сделал, вообще наплевал на это все дело. Значит, зачем эти вообще программы нужны? Программы наши и научные композиции, да, аудиокомпозиции и сами программы МЭЦ. Разница в чем? Посмотрите, я не буду сейчас повторяться, посмотрите, что все это нужно нам на постоянное поддержание. Вот сегодня без записи я говорила о том, что мне стали звонить люди, что им совсем плохо, пожалуйста, придите. А что я тебе сделаю? Я приду к тебе. Ты уже все, ты уже свернул жизнь свою. А вы знаете о том, что если начинаются когнитивные расстройства, что такое когнитивное расстройство? Кто переболел ковидом, то у тех у всех были когнитивные расстройства. Это сворачивается обоняние, сворачивается понимание, это слух утрачивается и другие такие вот вещи. Не относитесь к себе безобразно. У нас есть великий инструмент, который нам подарил Всевышний через степ-брейфинг и брейв-бизнес.
Пожалуйста, прошу вас всех, посмотрите 3 эфира внимательно, не спеша. Не на эгей побежали, все посмотрели, а вот сам в своем ритме посмотрите первый эфир, второй эфир и третий. Спокойно проанализируйте не с позиции осуждения, а с позиции понимания и принятия. И возьмите, запишите конспектик себе, что вы там поняли в первом, и не надо кому-то рассказывать, проанализируйте, что вы поняли. Поработайте, потому что есть такое выражение: книга – это лучший друг. Она дает тому, кто с нее что-то может взять. Так вопрос: чем вы это берете? На Востоке говорят: опустошись, и я тебя наполню. Вот эти вот практики, они как раз с нашими программами. А почему базовая программа у нас, именно базовая необходима? Ну, рекомендовано было месяц. Ну, в той сложившейся катастрофической мировой ситуации, это катастрофа мировая, нам одного месяца недостаточно. Нам нужно работать, возможно, и полгода, и год. Шестая, вторая, четвертая программы. Шестая программа – это МЭЦ-программа. Что делает шестая программа? Она пробуждает и очищает энергоцентры и восстанавливает функции всего организма. Вторая – после еды, потому что ты не знаешь, что ты вкинул в себя, насколько оно полезно твоему организму. Днем это у нас научная аудиотехнология, аудиокомпозиция, которая, что она делает? Она сделана таким образом, сделана нам, вот мы не понимаем и тогда не принимаем. Об этом говорилось. Знать и понимать – это две больших разницы. И принимать – это еще большая разница. И когда мы после еды, набросав в себя то, что оно тебе лично не нужно, а только то, что оно там есть деньги, или наоборот, кто-то сказал, кто-то ест, и какой-то ароматизатор кинули, и ты слопал, организм получил энергию с этой еды, или организм, ну, меня немножко понесло не в жизни и деньги, но она жизнь, понимаете, это жизнь. И организм борется за то, чтобы выжить после того, что ты в него вкинул, или организм получает энергию. И тогда, получается, вот эта программа вторая, она сделана таким образом, что наш мозг слышит, уши не слышат, а наш мозг слышит положенное то, что надо услышать, хорошее, чистое. И оба полушария соединяются. Левое и правое у нас обычно или левое работает, или правое работает. А вот одновременно это состояние озарения. И тогда у вас вырабатываются собственные, природные, личные, не химические какие-то искусственные, а ваши натуральные, настоящие, живые, ваши ритмы, и начинает исцеляться организм. И организм перерабатывает ту лабуду, которую вы вместо положенного, а вы забыли, что положено, или средств не хватает, вот, перерабатывает вот эта вторая часть программы. То есть из второй части программ программа аудионастрой, научная аудиотехнология, расширение сознания, 17 минут 26 секунд. Вот эту, пожалуйста, ежедневно. После нее вы можете еще что-то сделать. И репродуктивку. Вот. А четвертая на ночь у нас, она тоже МЭЦ-программа, подчеркиваю, это уже МЭЦ-программа. Вот. И на ночь мы сон восстанавливаем. Это шедевры. Шедевры, которые, знаете, если мы не можем понять это умом, то надо просто на доверие. Нет, с верой. Я не очень люблю доверие, потому что до веры это не доверяют, до веры. А вот вера, вера, что и знание, что это истинно настоящее, созданное для тебя, для того, чтобы ты восстановился, вот это самое главное начинайте делать. Сейчас мы с вами остановим эту запись. Вот, и сделаем с вами мою настройку авторскую для того, чтобы вы смогли немножко пересмотреть подход к деньгам.